Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Пожалуй, главной темой этих дней в мире являются события в Сирии. В конце ноября повстанцы начали наступление на правительственные войска Сирии. Меньше чем за 2 недели под их контроль перешли крупнейшие города страны, а в ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и свергли президента Башара Асада. وإسقاط الطاغية بشار الأسد. Сирийские повстанцы начали наступление на территории, которые находились под контролем правительства Сирии 27 ноября. За 10 дней они захватили второй по величине город Алеппо, провинцию Идлиб, Хаму и Хомс. Днем 7 декабря боевики заявили, что находятся менее чем в 20 километрах от Дамаска, а рано утром 8 декабря объявили, что зашли в столицу. По данным Аль-Джазира, утром правительственные войска покинули штаб-квартиру в Дамаске. Сирийская армия заявила о продолжении операции против террористических группировок в провинциях Хама и Хомс. Боевики захватили здание общественного радио и телевидения и обратились к гражданам. Город Дамаск освобожден, Башар аль-Асад свергнут. Все заключенные освобождены из тюрьмы Дамаска. Такие сообщения они давали из захваченных ими СМИ. Известно также, что ушедший с поста президента Сирии Башар Асад прилетел в Россию. Днем в воскресенье Министерство иностранных дел России подтвердило, что Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Российский МИД указал, что Асад, цитата, принял решение оставить президентский пост. Конец цитаты. После переговоров с рядом участников вооруженного конфликта в стране также дал указание осуществить передачу власти мирным путем. Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях сирийской армии с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Об этом в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности президента страны Бадрой Гунба сообщил посол Абхазии в Сирии Мухаммед Али. Продолжаем передачу. Размышляя на тему сирийских событий, политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак» пишет: в Сирии и вокруг нее большие перемены. Режим Башара Асада пал, его противники взяли Дамаск. Все дежурные слова в спектре от победы над тиранией до коллапса государственности и торжества джихадистского интернационала сказаны. Что это было? Версий и оценок тысячи. Попробуем в этом многоголосии обозначить наиболее важные проблемы, оставив в стороне неизбежные в таком случае эмоции. Противники Асада, отмечает политолог, уже объявили о новой эре для Сирии. Если уйти от этой громкой риторики, то на выходе переформатирование статуса кво и конфликтного поля в этой стране. Сирийская многосоставность никуда не денется. На смену одним властителям придут другие. Но одна по себе смена вывесок и лиц не принесет ни стабильности, ни сильной государственности. Войну можно выиграть, но затем надо выиграть мир, отмечает также политолог и напоминает, что натовская коалиция выиграла войны против Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, но получила после своих успехов в обоих случаях вариации на темы Афганистана. Асад при поддержке Ирана и России тоже праздновал триумф, но через несколько лет победа плавно перетекла в новую эру. В заключение Маркедонов отмечает, поражение в отдельном сражении еще не означает тотального проигрыша. России по многим причинам нужен Ближний Восток, прежде всего по соображениям внутренней безопасности, уверен Маркедонов. Многочисленная российская исламская умма также рефлексирует по поводу событий в этой части мира, строит свою идентичность, сверяясь с делами в Сирии, Ираке, Египте и Палестине. Не менее важно и наше ближнее зарубежье, Кавказ и Центральная Азия, отмечает он. Вовлеченность Турции в процессы в этих регионах очень велика, а Анкара чувствует себя на подъеме. Более того, Запад вполне заинтересован в наращивании нашей конкуренции с Турцией, отмечает Сергей Маркедонов. Впрочем, и безо всякого Запада турецкая элита чувствует драйв и кайф от успеха в Ливии, Нагорный Карабах и вот теперь
Сирия. Страны Ближнего Востока сотрудничают с Россией и по экономическим вопросам. Параллельный импорт, энергетика, зерно, вооружение и по вопросам безопасности. Значит, важно сохранить присутствие России в этой части мира. Начиная со старой эры, в Сирии к нему не просто привыкли, а стали считать важным элементом ближневосточного пазла. Интересную оценку и протестам в Тбилиси дает политолог, уводя наше внимание от улиц в кабинеты чиновников. В частности, он отмечает, что не только люди вышли на улицу, но и многие высокие чиновники, не согласны с идеями отхождения от евроинтеграции, стали покидать свои места и заявлять протесты. Вот что пишет Сергей Маркедонов по этому поводу. Несколько десятков чиновников ключевых министерств заявили о своей отставке, выражая протест против отказа от евроатлантического будущего. Между тем, грузинские власти даже против европеизации выступают осторожно, скорее против перегибов на этом пути, а на Атлантику даже и не замахиваются, отмечает он. Уж скорее с той стороны прилетает. Как бы то ни было, а, например, референт по вопросам США и Великобритании Генштаба Ратит Валавадзе публично оценил отказ грузинского правительства от евроинтеграции как предательство Конституции. Аргумент широко распространенный. 78-я статья основного закона требует от властей страны продвижения на пути к светлому евроатлантическому будущему. Думаю, что в ближайшие дни цифры будут меняться и уточняться, но на данный момент 43 сотрудника Минобороны и около 100 сотрудников МИД, в том числе заместитель министра Теймураз Джанджаля, уволились, параллельно организовав петиционную кампанию. Также политолог упоминает, что 5 грузинских послов оставили свои должности в знак протеста. Любая революция требует ресурсов, продолжает эксперт. 2 крупнейших банка Грузии, банков Georgia и TBS Bank, а также операторы связи и ряд других компаний выступили де-факто в поддержку организаторов уличных акций. Все это, конечно, не повод кричать «караул», считает Сергей Маркедонов. Памятуя же завет великого кормчего про винтовку, что рождает власть, зафиксируем готовность грузинских силовиков поддерживать решения Иванишвили, Кабахидзе и компании. В течение нескольких дней они таковую продемонстрировали, уверен он. Впрочем, и не все чиновники, по крайней мере, пока последовали примерам, упомянутым выше, но факт налицо, и для грузинской мечты он не слишком радостный. Происходит расширение протестного поля, оно выходит за рамки коллективного Саакашвили, уверен эксперт. Об этом мы писали еще несколько дней назад, констатируя, что даже среди ядерного электората партии власти сильны прозападные симпатии. Последние 2-3 дня показали, уверяет Маркедонов, власть затронула эрозия. Пока рано делать окончательные выводы, насколько далеко этот процесс зашел, ясно только, что уже зашел. Насколько запаса прочности хватит для армии и полиции местных руководителей – это вопрос. Такое вот видение за ингурским событием дает политолог Сергей Маркедонов. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.